Его судьба была наполнена поисками и метаниями, самоутверждением и гонениями, славой и безвестием. Каждый персонаж фильма не был раскрыт всесторонне. В любом из них были показаны одна-две черты, но яркие, характерные. Поэтому экранное время позволяло зрителю запомнить их выпуклые, живые образы. Попробуем и мы уподобиться всему творчеству Тарича, найти в самом режиссере две-три, но самые важные черты. Главное — первооткрыватель. Он всю жизнь будет менять профессии, места жительства, киностудии. Вторая — особое мышление. Все, что он делал, даже если выполняемая работа не была прямым творчеством, он осмысливал ее как художник. Третье — правдоискатель. Вот за это будут не только хвалить, но и больно бить. Юрий Викторович Алексеев, а такова настоящая фамилия будущего кинорежиссера, родился в конце XIX века, 24 января 1885 года. Он выходец из семьи военного. Этот факт мы отметим особо, ибо он сыграет немаловажную роль во всей его жизни. Родился он на белорусской земле, в древнем Полоцке. Закончил колледж, поступил на юридический факультет Московского университета. И вот первый крутой поворот жизни. Началась русско-японская война. Он отправляется с санитаром в действующую армию. Первая мировая война. А вы помните, из какой семьи Алексеев Тарич? Значит, полное изменение жизни. Он в действующей армии, которую, дослужившись до поручика, покинет после ее развала. «1917 год. Москва. Тарич снова увлечен сценой. Театр революции, большой драматический, а вскоре он один из руководителей Курсантского театра в Кремле.
И в спектакле «Гибель самодержавия» он рискует создать образ Ульянова Ленина. Все впервые. Для театралов он так и останется первым исполнителем на профессиональной сцене роли вождя мирового пролетариата. Синематограф начала XX века покорил его. Иван Мазжурин, Вера Холодная становятся его кумирами. Родился новый вид искусства – кинематограф. Могли ли они не встретиться? Это с характером Татарича, ищущим, пробующим все новое. С 1023 года Тарич в кино. В 25-м Тарич поставил свой первый художественный фильм «Марокко». Следующим был «Первые огни». На этой картине у Тарича два помощника – Иван Пырьев и Владимир Корж. Впоследствии Корж Саблин, с которым он будет работать еще много-много лет. Но эти картины всего лишь первая проба пера. По-настоящему в историю кино эти картины не вошли. А вот уже следующий фильм, год спустя, когда Таричу стукнуло 40, стал открытием в искусстве. Фильм этот «Крылья холопа». Это было подлинно новое кино. Новый язык, новые способы мышления. Отсюда пойдут многие образы, характеры в творчестве Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, а позже Андрея Тарковского. Белорусское кино родилось на канале Грибоедова в Ленинграде, в здании Дворянского собрания. За несколько дней до нового 1925 года в особняк на набережной переехал трест Белгоскино, как было написано в документе Совнаркома, для упорядочения кинодела в БССР. И никого не смущало то,
что от здания до БССР 1100 километров. И еще один поворот в судьбе режиссера Тарича. Его приглашают на экранизацию повести белорусского писателя Михася Чарота «Свинопас». Это и будет «Лесная быль», с которой начался наш рассказ. Фильм посвящен героическим событиям гражданской войны, действиям партизан на Беларуси и их борьбе против белопольских оккупантов. Сколько написано статей об этом фильме. Дифирамбы и мелкая критика, лесть и крупные обвинения ленту за рубежом не приняли. Картину отказались покупать Австрия, Латвия, Чехословакия, равно как и весь Запад. В Советском Союзе фильм шел на ура. Но в бесконечном воспевании фильма, принесшем славу белорусскому кино, не нашлось места его создателям. И так ли легок путь тех, кто породил эту славу? «Лесная быль» — приключенческий детектив. Судьба его создателей — детектив трагический. Белорусский писатель Михась Чарот, автор сценария «Лесной были», репрессирован. Уже после его ареста в титрах фильма произошли изменения. Из них исчезла фамилия автора. В те годы это явление было вполне заурядным. И зритель тогда еще мало понимал в кинопроизводстве и потому не заметил, что в титрах фильма отсутствует имя автора. Его словно ластиком стерли из памяти. В киноленте сыграли самих себя опекуны фильма: Иосиф Адамович, Вильгельм Кнорин, Александр Червяков, в то время руководители белорусского государства. Выжатый из Беларуси Иосиф Адамович, уже будучи руководителем концерна в Приморье, был обвинен в заговоре против Сталина. Не ожидая очевидной развязки, он застрелился. Также поступил Александр Червяков, глава белорусского ЦИК. Застрелился в служебном кабинете в Минске в 1937 году. Вильгельм Кнорин обвинен в троцкизме, расстрелян в июле 1938-го. Все трое снимались в той части фильма, которая потом исчезла вместе с негативом. Печальна участь исполнителя главной роли Гришки Свинопаса. Судьба актера Леонида Данилова растворилась в общей лавине репрессированных кинематографистов. А вот будущие классики советского кино, тогда лишь ассистенты режиссера Иван Пырьев и Владимир Корж-Саблин, каким-то чудом выскользнули из всепожирающего водоворота.
Кто же Юрий Тарич? Да, он основоположник белорусского кино и первым среди кинематографистов удостоен звания заслуженного деятеля искусств. Правда, Российской Федерации, а не Беларуси. И еще при жизни он будет предан полному забвению. Имя Тарича останется одним из первых в создании только что зародившегося звукового кино. Любки готовить. Что случилось? Выскочили на банк. «Путь корабля». В фильмах Тарича многое перекликается с современным белорусским стилем. Творчество Тарича помогло формированию идейно-художественных принципов белорусского киноискусства. В первую очередь героико-романтического. Картина «Путь корабля» получила самую высокую оценку зрителей и по тем временам была в числе самых популярных. Но период отторжения уже вступил в силу. И в 1939 году Тарич вынужден покинуть киностудию «Советская Беларусь». Он ставит в Одессе малоизвестную картину «Небеса». Во время Великой Отечественной войны в 1942 году выходят белорусские новеллы. Их две. Одна из них «На зов матери» поставлена Юрием Таричем совместно с Владимиром Кожсаблиным. Помните русско-японскую войну и увлечение Алексеева Тарича монгольской культурой? В 1943-45 годах Тарича отправляют помочь становлению монгольского национального кино. Он руководит киностудией «Монгол-кино». Совместно с двумя молодыми монгольскими режиссерами ставит картину «Цокту Тайджи», работает над документальными картинами, готовит молодые кадры. Но, как часто это бывает, бывшие ученики вытеснили своего учителя. Таричу надо было уезжать. Впереди Москва, безработица, сознание собственной ненужности. Он работает то консультантом на «Союздетфильме», то очередным режиссером в театре-студии киноактера, то числится режиссером на Моснаучфильме. Молодежь, что в 60-х пришла в белорусское кино, вспомнила о Тариче и попыталась поддержать его хотя бы материально. Состоящего в штате Московской студии научно-популярных фильмов, но фактически не работающего Юрия Тарича пригласили на Беларусьфильм. Виктор Туров снимал новеллу «Камстрой» в альманахе «Рассказы о юности». Туров
Степанов как раз и были инициаторами приглашения Тарича на фильм в качестве художественного руководителя. Можно с пафосом сказать «эстафета поколений», а можно и просто. Молодые режиссеры дали возможность старому мастеру заработать немного денег на жизнь. Тарич вернулся в Москву, где прожил еще 6 долгих лет, до 21 февраля 1967 года. Он умер в печальном одиночестве и безвестности. Но режиссер Юрий Тарич оставил после себя память как родоначальник белорусского кино.